Здравствуйте! Алматинский колледж сервисного обслуживания. Преподаватель химии Гулсайран Базаркызы. Тема сегодняшнего урока – гидролиз солей, pH растворов, кислот, щелочи и оснований. Цель урока – доказывать качественный состав растворов, кислот, гидроксидов и солей по значениям pH растворов. Гидролиз солей. Гидролиз, ребята, от греческого слова хайдра – вода. Вам известно, да? Гидросфера, а лайзис – разложение. Значит, ребята, гидролиз – это химическая реакция обмена солей с водой, с образованием которой в результате, ребята, образуются ионы слабого электролита, входящий в состав соли, соединяется с составными частями воды, с гидроксидионом и катионом водорода. Гидролиз делится на гидролиз по аниону, где слабый анион, и гидролиз по катиону, где слабый катион. И идет, ребята, есть процессы, которые не происходят в гидролиз, которые не протекает процесс. Классификация солей. Соли образованы, ребята, сильным основанием и слабой кислотой, слабым основанием и сильной кислотой, сильным основанием и сильной кислотой. Уравнение гидролиза. Карбонат натрия состоит из сильного основания гидроксида натрия, состоит из слабой кислоты, угольной кислоты. В результате реакции мы видим, в реакции диссоциации данной соли образуются катионы натрия и карбонат ионный. Когда взаимодействует данный карбонат ион с водой, образуется гидрокарбонат ионный и OH. Следующая соль – это сульфат цинка. Он состоит из слабого основания гидроксида цинка и сильной кислоты – это серная кислота. Основание сильной кислоты есть типы сред. Это нейтральная, где ионы водорода и гидроксид ионы равны, и pH данных растворов будет равен к 7. Кислая, где гидроксид ионов будет меньше, чем ионы водорода. pH здесь будет меньше 7. А щелочная среда, ребята, где гидроксид ионов будет больше, чем катионов водорода. И pH данные растворы будет больше 7. Определение типа среды с помощью индикаторов. Давайте, ребята. Есть окраска индикаторов в среде. Лакмус. Индикаторы используются лакмусовый, метиловый оранж и фенофталеин. Окраска в нейтральной среде фенофталеин. Лакмусы фиолетовая, оранжевая, бесцветная. В кислой среде, допустим, это какой среда, где больше кислоты, да? Где сильная кислота. Например, это цинк СО4, хлорид цинка, хлорид меди, да? Лакмус красная краска, метиловый оранж розовая, фенофталеин бесцветная. В щелочной среде лакмус показывает синюю окраску, метиловый оранж желтую окраску, фенофталеин. Ребята, давайте теперь посмотрим экспериментальный видеоматериал. Ребята, перед вами 3 пробирки. На пробирке мы наливаем воду. Затем наливаем туда фенофталеин, индикатор, как изменяется окраска. Следующий универсальный индикатор. Видите, идет изменение окраски, да, ребята? Следующий, на последнюю пробирку мы используем, ребята, метиловый оранж индикатор. Видите изменение окраски, да, которую мы с вами изучали только что в теоретическом материале. Следующий мы используем кислоту, азотную кислоту. Наливаем на все пробирки. Первую это у нас фенофталеин, изменение окраска. Следующий у нас универсальный, малиновый, можно сказать. Следующий это последний у нас, ребята, щелочь, гидроксид натрия, фенофталеин, малиновая окраска, да? Вот ярко-малиновая окраска. Универсальный, изменение окраска идет на какой? На зеленый, да, цвет. Следующий метиловый оранжевый меняет свою окраску на оранжевый-желтый.
Видите, как влияют разные индикаторы на разные растворы солей, кислот и оснований. Давайте выполняем лабораторный опыт. Таблицу номер 1 заполняем. Вам даны 3 соли. Это карбонат натрия, сульфат цинка и сульфат натрия. Мы должны сначала разделить данные соли по качеству, которые состоят из слабого основания или сильного основания, сильной кислоты или слабая кислота. Первый соль, карбонат натрия, состоит из гидроксида натрия, сильное основание, и карбоната натрия, это слабое основание. Значит, ребята, здесь pH будет как больше или меньше 7. Здесь pH будет, ребята, больше 7, так как среда щелочная. И будет следующие окраски у индикатора. Следующий соль, сульфат цинка. Мы выше с вами обсуждали данную соль. Мы выше. Следующий соль, сульфат цинка, имеет какую? Щелочную или кислотную среду? Правильно, ребята. Сульфат это сильный, значит это сильная кислота и кислая среда. Следующий сульфат и натрий тоже оба являются сильными, поэтому, ребята, здесь раствор имеет какую среду? Нейтральную, где pH равен соль, хлорид цинка. Давайте напишем реакцию гидролиза данной соли. Гидролиз взаимодействие с водой. Хлорид цинка плюс вода. В результате у нас образуется гидроксид цинка. Это у нас осадок и соляная кислота. Уравниваем данную реакцию и напишем ионную реакцию, полную ионную реакцию. Хлорид, цинк, катион, 2 хлора, анион, плюс вода. Вода не разлагается на ионы. Стрелки на ионную реакцию. Образовавший осадок, ребята, не разлагается, потому что он в осадке, в пробирке. И мы данную кислоту разлагаем, В результате мы видели, что, ребята, ионы водорода. Мы сокращаем, у нас сокращается вот здесь хлоры, и все. То, что у нас осталось из полной реакции ионы, мы напишем. Это у нас катион цинка, это вода, гидроксид цинка в осадке и что, ребята? Катионы водорода. Вот данные, ребята, катионы водорода нам показывают, что, ребята, это кислая среда. И pH в таком случае будет меньше 7. Давайте теперь определяем pH разных растворов. Но вам даны вот это вода. Вот здесь показывается pH. pH изменяется от 0 до 14. Здесь вот наш измеритель. И вот вода. Вода показывает pH равен к 7, так как вода, ребята, является нейтральной средой, Следующий ансол. Ручные мыло. Как изменяет окраска? Окраска изменяется. pH равен к 10. Значит, ребята, это какая среда? Основная среда. Milk. Молоко. Молоко имеет какую, ребята? Тоже кислую. Так как мы всегда говорим кисломолочные продукты, Это кислота, которая находится в батареях. Это у нас имеет хорошую кислую среду. Для закрепления пройденного материала предлагаю вам пройти онлайн-тест на нашу сегодняшнюю тему. Ссылку оставляю ниже. С вами была преподаватель химии Булсайран Базарқызы.
и источники, которые я использую на данном сегодняшнем уроке. Я оставляю ссылку на тест. Если будут какие-то вопросы, напишите мне на почту. Спасибо. До свидания.